Девочки, друзья, всем доброго времени суток. 8 часов утра. Я на работе, все свои дела закончила. Сейчас пойду еще мусор отнесу и все. Можно будет идти домой. Сегодня у Анжелики день рождения. Готовиться, накрывать мы не будем. Поедем в город, отдохнем немножко. Устроим праздник. Просто настолько загружены были, что-то готовить, накрывать столы, это все, не до этого было. Лучше, я считаю, это вообще день рождения должен быть днем рождения, в том плане, что отдыхать нужно, а не готовить около плиты целый день. Я хотела выпустить этот ролик по поводу комментаторов. Конкретно я никого не имею в виду, но я хочу сказать следующее. Я не хочу и не собираюсь больше терпеть никакого плохого слова в адрес моей родни. Конкретно в адрес моей сестры и в адрес моей матери. Просто буду тупо блокировать. Просто буду тупо блокировать. Какими бы они ни были, хорошие, плохие, это мои самые близкие люди. Это те люди, когда помогли, когда мне было очень плохо, в самый трудный момент. И не нужно стукать нас лбами. Да, например, у нас с сестрой у обоих непростые характеры. Это и она знает, и я знаю. И когда, бывает, погрыземся, там, поссоримся, потом, когда мы помиримся между собой, как будто ни в чем не бывало. У нас нет никаких там разборок. Ты мне это сказала, я тебе, а ты так поступил. Просто начинаем разговаривать, и все. Бывали у меня обиды мои личные. Бывали у меня обиды мои личные какие-то. И один раз в жизни я имела опыт поделиться этой обидой с одним человеком, которому, я не знаю, доверяла, не знаю, как самой себе. И просто восхищалась этим человеком. Но этот человек оказался самый, которому мне стоило доверять. Вообще. Вообще. Просто поделилась своей болью, своим одним секретом. Это тот человек, я еще раз повторяю, которому я доверяла, наверное, как и самой себе. И это разочарование тогда меня просто разбило, растоптало. Я хочу сказать и всем остальным, вообще, в своей жизни, на будущее, даже самая близкая подруга, даже самая, какая бы она ни была там хорошая, не верьте, не доверяйте никому. Она вас пырнет ножом в один момент, или он, в самый такой момент, когда тебе будет вообще, когда ты будешь этого не ожидать. Совершенно. Да, наверное, этого не надо было говорить. Просто на тот момент это была такая боль, и настолько было обидно, и мне не с кем было поделиться в тот момент. Не с кем было. И я поделилась. И меня ударили в самое больное место. Поэтому я вас прошу, никому не доверяйте. Сейчас на работе не могу там громко говорить или конкретно высказываться. Но я хочу сказать, любой комментарий, что между нами происходит, это наше личное дело. Поссорились, помирились, мы свои, мы разберемся, как говорится. Не нужно говорить, что кто-то кого-то больше любит. Это неправда, это неправда. Для матери мы были и есть всегда одинаковые. Не нужно стукать лбами меня с сестрой постоянно. Не нужно писать сестре про меня плохо, а мне про нее плохо. Этого делать категорически я не позволю. Сразу в бан. Разговоров просто больше не будет на эту тему. Все. Это ужас какой-то. Вы понимаете, вы не имеете права лезть в нашу семью и говорить, кто кого больше любит, кто кому помогал, не помогал. Мы все друг другу помогали в этой жизни. Это наше личное дело. Мы сами разберемся с этим делом, понимаете? Помогаем, мы не помогаем, вам какая разница вообще? Зачем нас стукать лбами? Читают многие люди это. Дай Бог каждому таких отношений, как у нас. Дай Бог каждому, если на то пошло. А немножко недопонятки, немножко недоразумения бывает в каждой семье. И кто бы как бы ни говорил, я никогда в жизни не поверю, что все такие идеальные. Так что конкретно
Спасибо всем за хорошие комментарии, большое вам спасибо. Но вообще я просто запрещаю трогать мою сестру или мать, или дочку мою. Просто запрещаю, я сразу буду тупо банить. Я этого не позволю. Это те люди, да, бывает, мы поссоримся. Я не скрываю этого, бывает. Но если завтра у меня в семье что-то случится, первой на помощь мне придут мои родные, а не те, которые там сидят и строчат. Понимаете? Вот и все. Также и я прибегу к ним на помощь, когда им надо будет. И не нужно вот это все устраивать. Мы сами разберемся. У нас своя семья, мы разберемся сами. В любом случае, когда мне плохо было, когда мне нужна была помощь, никто из вас не пришел и не придет. И на этом заканчиваются все разговоры. Я прошу прощения за, может, кому-то это будет неприятно, но нам неприятно намного больше. Этого делать не нужно. Нас всего двое. Мать у нас всего одна, у нас отца нет и больше никого нет. Не нужно это, не берите греха на душу. Мы живем, мы между собой довольны, все хорошо. Когда война была, когда нам, простите за выражение, жрать нечего было, кто нам помогал? И какой мне надо быть тварью, чтобы открыть рот и писать какие-то недовольства? Да, бывает, я еще раз повторяю, бывает, мы друг друга где-то не поняли. Бывает, мне станет обидно, стало там или что-то, но это не значит то, что все, плохая на всю жизнь, и она или я, враги номер один, это ни о чем не говорит. Поэтому, девочки, я прошу больше ни одного слова ни в адрес сестры, ни в адрес моей матери я слушать не буду, я сразу буду блокировать. Мы свои, мы одного гнезда птицы, да, как говорится, мы сами разберемся. Если будут какие проблемы, мы их решим. Все, всем хорошего дня. Сегодня у моей дочки день рождения, не хотела я вообще это говорить, но просто писать в комментариях, ругаться, скандалить, чтобы этого не было. Я просто хочу вот так сказать. Я этого больше не хочу. А почему там сказал, почему там у сестры, а почему у тебя? Мы свои, мы разберемся сами. Все, всем приятного дня, всем всего хорошего. Девочки, всем доброго времени суток. В общем, я на работе сегодня. Да нас угостили черешни, абрикосы, вишни. Жара хоть чуть спала, а жара была невыносимая. Сегодня воскресенье, выходной день. А я поставила нам плов готовить. Это мясо у меня уже пожарилось, сейчас я лук, морковку почистила. Сейчас я мясо, бульон, в котором варилось мясо, я его солю аккуратно. И я ним залью, когда рис кину уже, рис помою. Мясо уже готово, сейчас я это быстро порежу, 5 секунд. Пускай оно жарится, и тогда все будет нормально. Вот режу лук. Жалко, нет у меня вот этой палки для съемки, чтобы... Я, знаете, очень и очень тонко всегда. Тоненько-тонко режу лук. На 2 части и тонко-тонко, чтобы хорошо прожаривался. Не варился он, а чтобы он жарился, да? Так, девчонки, лучок порезала, да? Лучок порезала. Дальше. Чуть темнее сделаю. Вот бульон я слила. Это в котором жарилось мясо со своей приправой. Значит, сейчас это все хорошенько выкипит. Сюда я наливаю подсолнечное масло и начинаю обжаривать лук, морковку, картошку. Вот так чуть-чуть мясо даю мясу обжариться еще, да? Уйти водички и капелюшку обжариться. Оно пахнет уже, оно же со специями. Я сюда специи добавила. Когда мясо замариновала, оно у меня лежало немножко замаринованное. Просто соль, там такие приправки хорошие. Мне женщина прислала. Помните, я с Абхазии мандарины, апельсины. Ну, в общем, сейчас наливаю маслица, обжариваю лук, морковку и дальше показываю. Все, лучок кинула. Меленько-меленько, соломочкой аккуратно. Сейчас морковку тоже не через терку, а соломкой.
Пускай лучок пока жарится, обжаривается чуть-чуть, да, до полуготовности, а потом кинем с вами морковочку. Девчонки, вот так вот, да? Режем сначала такие кружочки, а потом в длину соломкой, да? Лучок жарится. Лучок жарится. Бульончик готов. Сейчас порежу соломкой, поставлю, пускай оно все жарится. А тем временем... Где мне? Прихватку. Чуть-чуть подвинуть надо сюда. А тем временем помоем рис. И подготовим рис. Мне нравится, когда морковка вот так вот в плове. Я не говорю, что я там какой-то шеф-повар, ни в коем случае. Но у меня плов получается очень вкусно. Что, это получается. Тут вообще машаллах, так не гладить. Все пожарится, мы пока помоем с вами рисок, да? Девочки, вот смотрите, у меня две одинаковые такие пиалы. Видите? Вот риса ровно. Это я показываю, как я ни в коем случае никого не учу. Ради Аллаха. Нет, конечно. Я вот так вот, смотрите, как делаю я. Вот рис полный, да? Вот так вот. Вот так же будет. Сюда долью еще кипятка с чайника, бульон. Чтобы это было вообще полно. Тут рис чуть-чуть не полный. Сейчас помою его. А кипятка будет этого еще больше. И этим заливаю я рис. Сейчас рис хорошенько отмою. Обязательно отжать от воды. Прям берете в руки и отжимаете, чтобы в другую чашку он переходил абсолютно сухой, выжатый хорошо, да? Девочки, вот так вот мою хорошо рис. Я 7 раз смываю воду, пока она вообще, по мусульманским, надо 7 раз смывать воду. Потом выжму хорошо его. Пока вода уже вообще светлая идет. Так, далее. Значит, 7 раз помыла я рис. Да, хорошо выжила его, сейчас засыпала. И вот этот бульон, в котором мясо жарилось, вот не достаю, нужно, чтобы было полно. Доливаю обычный кипяток, с чая. И этим заливаем плов. И один раз хорошенько перемешиваю. И больше его трогать не надо. Ставим, до полуготовности. Пускай он на двойке побудет, да? То есть на тройке. А когда он уже будет полуготов рис, вообще на 2 и даже на 1. И пускай он томится, парится, да? В общем, все, девочки, вот. Бисмиллахи рахмани рахим. Так, заливаю бульоном это все. Вот и будет... Отличный вариант. Хорошенько перемешаю и оставлю немножко на тройке. А потом далее будет уже сюрприз. Будет сюрприз. Сегодня картошку забыла, вернее, жарила картошку в обед. Так красиво она у меня получилась соломкой. Я сама же ее изглазила. Детям положила немножко. Думаю, чуть-чуть, пускай еще потомится. Пошла в комнату, на 2-3 минуты прихожу, она уже у меня... подгорела. Все, накрываем крышкой, пускай пока варится до полуготовности. На 3. Оно у меня было на 3, теперь я включила на 2. Снимать камер, свою дючь. Я рассказываю, камера ничего не снимает. В общем, дошло до полуготовности, девочки. Я говорю, вот у меня дома, котелок такой черный. Я еще под низ, прозрачная крышка, полотенцем обматываю, он тогда парится.
Я еще раз повторяю, что я не повар, не профессионал. Я готовлю так, как моим дома всем нравится. Может быть, у плова есть, там писали как-то, ой, у плова настоящего другой рецепт. Я не спорю. Я показываю то, как я готовлю для своей семьи. Я же у меня не кулинарийный канал, я не повар-профессионал, я показываю то, что я готовлю дома. Нас всех это как бы устраивает. Все, закрываем крышкой, оставляем на 2, пусть томится. Сейчас все, плов варится, ждем, будем ужинать. Полы я помыла, все поубирала. Коридорной нету, ее же в воскресенье не бывает, без нее очень тяжело. То я на мне одни палаты, а то и коридор и палаты, все. Мне знаете, что нравится? Мне очень, я вот хотела сказать, до такой степени чеченские мужчины, порядочные люди. И некоторые говорят, ой, они там у вас хорошо себя ведут, у нас там, это, не знаю я этого. До такой степени с уважением относятся. Вот я захожу, санитарка, мыть полы, убирать там, рукомойник мою, все. Я вот бывала в других местах, приходилось там, то бабушка лежала, то дедушка лежал в больнице. За пределами. Лежат, вывалятся мужики, деды. Все равно санитарка зашла мыть полы, где там нагнуться надо, да, там где там протереть, где прям к кровати близко подойти нужно, мыть, чтобы под кроватью. Но неудобно, когда чужие мужики лежат, ты нагинаешься все равно. Всегда мужчины выходят. Вот я захожу в палату, они, уборку будешь делать, да, все как током будто бьет, все выходят, пока я не помою полы, никто не находится в комнате. Это очень большое уважение, воспитанность, мне это очень нравится. Знаешь, Газа, хочу моя. Так, все, девочки, вот плов готов. По-моему, получилось хорошо, вкусно. Ну, сейчас попробуем. Тут у нас соленья, свежие огурцы, соленые огурцы, помидоры. Калтыдят, да? Творог и масло домашнее. Ну, это так, для прикола. В общем, все. Всем, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. На этом до свидули.